хочу вот так сказать про разницу Ахмада Кадырова и нашего президента, то есть моего отца Аслана Масхадова, который служил в советской армии, дослужил до полковника и был на генеральской должности. Об этой разнице. Ахмад Кадыров служил верно и прошел свой путь верно, вот. Сделал все, что надо было ему сделать, как бы так. И отдал свою жизнь за Россию, за страну, за агрессора, за ту страну, которая убивала чеченский народ, разрушала селение, издевалась, пытали вот людей, я вот сейчас все эти жестокости не буду говорить. И, как я говорил, полковник советской армии, артиллерист, будучи на генеральской должности, Аслан Масхадов, он, да, действительно, его мечта была быть военным, он стал военным, он был офицером, был хорошим офицером, сами его сослуживцы, друзья рассказывают про него. И он прошел свой путь тоже честно, будучи человеком, чеченцем, сыном своего народа, он был преданным своему народу и отдал жизнь за чеченский народ. Вот. Он вернулся из Вильнюса, из Литвы, потому что, это было в 1992 году, потому что он увидел, что Советский Союз в то время начинало конфликты в разных республиках, в Азербайджане, в Грузии, Ингушетии, Осетии, в Литве, и везде уже успела убить людей. То есть в то время как бы Советский Союз своих людей, своих граждан. И Аслан Масхадов, чтобы не быть причастным к этому, в убийстве людей, он покинул эту армию, советскую армию, плюнув на эти должности, на остальное, со словами «я убивать народ не буду». И вот эти слова, вот даже в интернете есть, где его сослуживец так вспоминает, что он так и сказал. И он вернулся на свою землю, стал рядом со своим народом, потому что мы все уже видели, что Россия готовит что-то. Да, мы хотели верить, что войны не будет, что все будет нормально, но таким людям все-таки было видно, что Россию уже не остановить. Выдвинула дивизии, которые были разбросаны вокруг границы, вот. И началась война. И этот человек, Аслан Масхадов, действительно отдал свою жизнь за свой народ. За свой народ. И было много попыток, я сейчас добавлю к этому, что в то время президент Джохар Дудаев всячески все пути были использованы, дипломатические обращения, заявления, чтобы два президента могли сесть за стол переговоров и не допустить ту войну, которая началась в 1994 году. Также поступил и наш президент Аслан Масхадов в 1999 году. Россия вторглась, чтобы решить свои интересы, чтобы добиться своих интересов. В то время, в 1999 году, на нашей крови же они привели этого Путина, вот, поставили президентом.